Здравствуйте! В эфире передача «Авторивьера». Наш гость – начальник автоинспекции Абхазии Шолан Нугзар Махайдович. Нугзар Махайдович, автомобилистам будет интересно то, что вы сегодня им расскажете, и вы, наверное, хотите им очень многое донести. Да, конечно. У нас сегодня, как и каждый день, ежедневные плановые рейдовые мероприятия по городу Сухум. Участникам движения это будет приятно, не неприятно, но я думаю, что нормальный сегодня здравомыслящий человек такие рейдовые мероприятия приветствует, и некоторые даже граждане с удовольствием это принимают, и некоторые даже становятся рядом и помогают наводить порядок на дорогах. Но мы поговорим и о многих других проблемах, которые стоят перед вами. Да, перед нами много проблем, конечно, особенно службы ГАИ. Сегодня эта служба одна из служб системы МВД, которая сегодня на виду 24 часа на дорогах. И судят сегодня всю систему МВД, работу МВД по нас, потому что мы всегда на виду. А то, что касается правил нарушениям или участникам движения, я думаю, что на дорогах это будет более наглядно показать и объяснить. Нугзар Махайдович, вы очень давно работаете в системе МВД и в госавтоинспекции. Вы приступили к этой работе уже второй год. И, наверное, вы, как никто другой, знаете все стоящие перед вами проблемы, задачи. И у вас, наверное, есть свое видение, свои подходы к решению этих задач. Да, я понял вопрос. Конечно, сегодня как я правильно сказал, второй год уже на этой должности. Сегодня в службе ГАИ большие изменения. Это то, что касается сегодня у нас кадровых. У нас много изменений с приходом нынешнего министра внутренних дел Леонида Юрьевича Дзяпчева. Кадровые в чем заключается изменение в хорошую сторону? Старых довоенных сотрудников. Сегодня ему 50 лет, 45 лет, 55 лет. Но у него навыки, практика. Много человек знает эту работу. Они влились в наши ряды. Многому могут сегодня научить молодежи, личному составу сегодня, который несет службу в наших рядах. Проблемы как в системе МВД, и так и у нас в нашей службе госавтоинспекции МВД. Но нет таких проблем сегодня нерешаемых, невозможных решить. Но одним службой ГАИ сегодня порядок в Абхазии навести очень трудно. Да я сказал, невозможно. И что делается сегодня в Абхазии? Все службы, начиная министра внутренних дел, заканчивая рядовым сотрудником линейной или вневедомственной охраны, все на дорогах сегодня, так можно сказать, выразиться так, помогают службы ГАИ. У вас и структурные изменения произошли в системе ГАИ, да? Структурные изменения произошли, да. Изменения это практикой доказано со времен Советского Союза. Сегодня многих бывших государств Советского Союза изменения большие, и мы к этому идем. Но сегодня что вы вопрос задали, именно что мы вернулись в старые былые времена, батальон дорожно-патрульной службы, посты, стационарные посты. Сегодня по нашему ведомству сегодня нет таких возможностей полностью охватить республику видеофиксации, видеорегистрации. И мы на местах, как было раньше, посты возобновили. Каждый пост подчинялся ГОРОВД. На постах раньше имеется в виду до прихода Леонида Юрьевича Дзяпчева, нашего сегодняшнего министра, по 2-3 человека, согласитесь со мной, это никакой эффект не давал. По штату у нас положено было 12 человек.
В смену выходили 2-3 человека. Вот сегодня, к примеру, сейчас скажем, пост дорожно-патрульной службы Тамыш. 2-3 человека будут ночью стоять, нести службу. Один простой экипаж, 2-3 человека. В лесу ребята вдвоем молодые. Что они смогут сделать? Абсолютно ничего. А с приходом Леонида Юрьевича увеличил штат по 20 человек на каждый пост. Уже не меньше 5-6 человек в одной смене, на одном посту. На каждом посту. Это уже сила. Это уже сила. Многие, кстати, говорят, почему так много сотрудников на одном месте находится. Все правильно, это вопрос, на вопрос тоже отвечу. Потому что вот, когда рейдовые мероприятия мы делаем совместно со всех структур, а там всего лишь находится 1, 2, 3 человека, самые больше работника, и остальные там участковые уполномочения, ребята с уголовного розыска, с УКОНа, с ОБЭПа, со всех служб мы сколачиваем группу. 10, 12 до 15 человек. В комплексе. В комплексе. Во всех направлениях идет проверка. Не только по линии ГАИ нарушений, и по всем направлениям Министерства внутренних дел. Можно, Нокзар Махайдович, еще вопрос задам по стационарным постам. Мне вот как-то недавно пришлось ночью в аэропорт вез человека. Вот, и я ехал с Сухума на Псол. По-моему, 6 постов, да, если я не ошибаюсь. И на каждом посту мы останавливались. Там надо было зарегистрироваться, нас записывали. Но это где-то 3-5 минут на каждый пост, 6 постов. Ну, у меня был запас времени, поэтому я как-то не дергался. Но вообще 6 постов от города Сухум до Псул, и на каждом надо записываться. Никогда, по-моему, такого не было. Я отвечаю на ваш вопрос, что никогда не было. Это неправда. Вы слишком молодой. Были 2, по-моему, поста. 2 поста были, да, согласен. И до войны, я имею в виду до распада СССР, это по всему бывшему Советскому Союзу было в ночное время суток. Это не круглосуточно. С 12 часов ночи до 6 утра в ночное время суток. Что нам это дает? Мы этим контролируем всю трассу. Какая-либо машина совершила какое-нибудь преступление, совершил гражданин, передвигается на какой-то машине, или совершила ДТП, или через месяц-два ориентировку мы получим заинтересованные службы. Потому что где-то совершено разбойное нападение, где-то кража, а у нас по Абхазии сегодня нет видеорегистрации. Для чего это делается? У нас журнал ведется. Какая машина, куда передвигался, кто в машине сидел, сколько людей сидели, куда они ехали. Вот всего лишь за это. Она дает большой эффект сегодня нашей работы. Еще такой вопрос. А на стационарных постах ведется видеозапись? Не на всех постах ведется сегодня видеозапись. Не на всех. Просто регистрация сегодня идет на всех постах после 12 до 6 утра. Но у нас сегодня только на Мюссерском посту идет полная запись видеорегистрации транспорта, полностью несение службы в полном объеме. На Ищерском посту просто у нас 2 камеры стоят. Можно просто посмотреть, какой вид транспорта куда проехал. А в остальных постах сегодня в многих местах уже ставится, и в городе в 2-3 местах тоже ставится. Раз затронули до видеорегистрацию, уже подписано соглашение, подписан договор с фирмой, с российской фирмой. Они уже приступили, я думаю, что к летному курортному сезону, если не полностью Абхазию, то курорты Гагра и Сухум, столицу, и такие объекты они уже охватят, поставят нам видеорегистрацию. Это хорошо. Ну, вообще, все время мы замечаем, как-то больше стало знаков на дороге, больше светофоров,
где-то какие-то развязки новые, организовано движение по-новому. По указанию главы государства сегодня Леонид Юрьевич Запшипа обратился с главам сегодняшних администраций Гагра, Гудаута, города Сухом столицы с просьбой помочь в этом плане. В каком плане? Например, скажем, сейчас у нас в системе МВД мы не можем устанавливать знаки, светофоры, у нас нет этих средств, для этого есть специальная служба, есть дорожная служба, есть дорожный фонд, который нам сегодня очень помогает. По инициативе Леонида Юрьевича, по его просьбе, неоднократное обращение главы администрации Гагры, поворот на Пицунду, на курорт Пицунда, наверное, вы видели, работает сегодня светофор. А там не раз граждане, жители Пицунды, этого поселка Бзыпы, коллективные письма писали, к нам обращались. Установить светофор. Светофор установить не для красоты. Вы прекрасно знаете, летний курортный сезон, Пицунда, что такое Гагра. И много у нас там было наездов со смертельным исходом, наезд на пешехода, дорожно-транспортные происшествия. А сегодня там заработал светофор. Это очень удобно, красиво и безопасно. Можно еще по светофорам я спрошу. Сейчас вот замечал во многих странах, в России в частности, на перекрестках работу светофора организовывают так, что когда пешеход идет на зеленый, транспорт, поворачивающий направо, ну вот у нас как, ты видишь на зеленый, делаешь поворот направо или налево, а там пешеход переходит. И пешеход неспокоен в душе своей, что его могут не заметить. И машин проезжает мало, потому как должен пешеход пропустить. Может, это не очень эффективно сделать, чтобы машины стояли, пешеход шел. И наоборот. Я понял ваш вопрос, я понял. Сегодня сделать на каждом перекрестке, полностью остановить все 4 улицы любого перекрестка, включая красный свет, и дать кольцевое круговое движение только пешеходам. У нас такое в практике было, мы сделали на углу улицы Леона и Владислава Ардзена. Но нам она что показала? Секунд 10-15 надо дать пешеходу по кольцу, чтобы полностью все 4 дороги открыть. У нас получились заторы до самого МВД выше. Любой участник дорожного движения, где обозначено на асфальте разметка или знаком оборудовано, что пешеход. Да, при повороте водитель должен уступать. Обязательно он должен уступать. Вот за 3 месяца бытность Леонида Юрьевича с его инициативой сегодня 6 объектов, вот в течение недели, там чуть-чуть осталось, 6 объектов будет сдано в эксплуатацию. Это Пицунские ворота, светофор уже работает, разметка есть, знаки есть, там заборное ограждение у нас осталось сделать, заказано, погодные условия не дало нам установить. Тоже в течение недели установится. Лыхнинский перекресток, поворот на село Лыхны. Наверное, вы видели, там будет у нас кольцевое движение, светофор. Кольцевое движение уже сделано, разметки сделаны, в течение недели тоже запустится училище. Поворот на сторону улицы Бигва, бывшей Багратионы, под эстакаду, в сторону рынка, маяка. Там дорога, покрытие асфальта, очень хороший под мостом, почистили, все сделали, на что разгружает дорогу. Там установили светофор. Сам вокзал, напротив ЖД вокзала, где подземный переход, там уже установлено заборное ограждение. Подземный переход полностью очищено, освещено. Осталось единственное, там напротив вокзала одна сторона полностью заборное ограждение установлено. Напротив пока не установлено, потому что администрация города обещала, там надо сделать карманчик для остановки общественного транспорта. Когда это будет сделано, это заборное ограждение тоже будет установлено. С другой стороны тоже. Уже пешеход, хочешь не хочешь, пешеход не будет иметь возможность перебежать улицу, нарушить. Выходя с общественного транспорта, с автобуса, он попадает в подземный переход. С подземного перехода на привокзальную площадь. Я сегодня не хвалю
нашего министра. Он сегодня сотрудник, он милиционер, он видит все сегодня то, что нужно, необходимо. Я не говорю, что не видел, предыдущие министры не видели или они не хотели. Но этого человека, не знаю, у него все получается. Он с просьбой, с письмами. Вот за 3 месяца 6 объектов, каждый объект сегодня менее миллиона не обходится. Это платят главы администрации районов, Абхазавтодор, Дорожный фонд. Мы только исполнители, выезжая на местах, проверяем, помогаем, подсказываем. Есть такая фирма сегодня, я с гордостью могу сказать, молодой интересный парень Абгаджава Тимур, который фирму сегодня создал, свою фирму. Вот эти все 6 объектов, что я вам сейчас рассказываю, это человек, который все и делает добросовестно, качественно. Посмотрите, Чадарах внизу, автозаправочная станция Роснефть. Как разгрузилось, как приятно смотреть, проезжать, удобно. Это его заслуга, заслуга нашего министра. А сколько мы жизни спасаем. Вот тот же вокзал, тот же ледник, тот же Роснефть. А там всегда у нас со смертельными в год на каждом, то, что я сейчас из перечисленных объектов, на каждом объекте 3-4 со смертельным исходом. Сегодня с кадрами проблемы. По всей Абхазии у нас от 50 до 60% недокомплект. Вопрос Виления Юрьевича сегодня Черноморэнерго, уважаемый наш Басария Яслан, вот ни в чем нам не отказывает. И такие организации большую помощь оказывают сегодня в систему МВД. Патрульную машину есть кто подарил. Есть такие люди, которые подарили на 500, на 600 тысяч радиостанции министру. Видя, что человек старается. Вот на чем мы сейчас едем, это служебная машина, тоже подарок главы государства. От Ингур до Псов из 10 стационарных постов ни на одном посту стационарном у нас патрульной машины не было до прихода Леонида Юрьевича. Всего по ГАИ у меня было 4 машины патрульных. Сегодня 12 я имею. И каждую неделю по одной добавляется. Ну, изыскивает возможности. Имидж милиции сегодня поднят на уровень. Потянулись, опять же говорю, старые работники, молодежь, которые приходят после службы со школы милиции. А как с оплатой труда обстоит? Но с оплатой труда сегодня, да, конечно, уровень сегодня, я не сказал бы, что соответствует оплату труда. Насколько знаю, со слов нашего министра, скоро в будущем наши зарплаты будут сравнены с зарплатой Российской Федерации, сотрудниками Российской Федерации. Это ближайшее будущее. И машины у нас будут, и виды фиксации будут. А было время, мы что-то быстро стали все забивать. Сейчас таких всплесков больших аварий нету. Это похвально. Это не только Нукзар Шоува навел порядок, не только ГАИ. Это вся структура МВД в лице нашего министра, в лице его замов, всех начальников служб. Профилактика. Если человек по дороге не может, разбойник, передвигаться ночью, вот то, что вы говорили, почему шлагбаум закрыто. Если человек в 12 часов час ночи будет передвигаться, полный багажник оружия, с чем хочет, с маской, с наркотиками. Если ГАИ и службы остальные профилактику не будут проводить, не будут смотреть, кто в чем передвигается, не будут их останавливать, не будут их привлекать к ответственности. Например, скажем, человек не выпил за рулем, не нарушил правила дорожного движения, не выехал на встречную полосу, не превысил скорость. Не совершилось ДТП, и человек живой остался. Я не говорю, что раньше до Леонида Юрьевича, до Нукзара Шоува, или там никто не хотел наводить порядок, или никто не требовал, нет. Более жестко сегодня все службы, да. 24 часа, я вам скажу, это могу с гордостью сказать, с 7 часов утра до часу ночи министр на рации, министр в кабинете, министр на трассе. А как ты пойдешь домой спать, если твой министр сегодня на дороге наводит порядок? Я как начальник управления могу домой пойти спать. И вот так каждый сотрудник на каждом рядовом мероприятии участвует. Это не постесняясь, жезла в руках, со свистком. Едет машина с превышением скорости, нарушением, пересечением сплошной линии, въехал на встречную полосу, летит. Целый полковник, в отца ему кажусь, я его останавливаю. Он выходит. А что случилось? Спрашиваю. Я говорю, почему вы нарушили? А что я нарушил? Я говорю, вот так. Вы въехали на встречную полосу, там сплошная линия, создали аварию. А вы мне докажите. Не даже не вы, а ты мне докажи. Много сегодня то, что положено сотруднику ГАИ иметь сегодня на линии, на местах, не имеем. Но это не значит, что сегодня
мы не можем, не имеем и должны их распустить. Но закон на стороне их, получается. Конечно, законы они знают. Нету, Да, фиксации нету. Недели не менее 100 нарушений правил дорожного движения экипажам министра, водителям министрам, самому министрам передается в центр, это наш дежурный часть МВД по рации, что такая-то машина нарушила там-то. А это, когда останавливают, пускай пройдет сюда, докажет мне, кто это передал, что я нарушил. Кажется, министр или замминистра, или начальник управления, там, других ведомств не имеет значения, должны. Вам, да, оснастить надо технически. Все правильно, патрули. все правильно, но сегодня, опять же говорю, нам что это не хочется, но нет таких возможностей. Служба ГАИ – это одна из важнейших, потому что все начинается с дороги. Если мы не дадим сегодня преступности разгуливать, как они хотят по трассе, передвигаться на каких машинах хотят, с кем хотят, как хотят, какое время суток, у нас намного будет меньше преступности. Эльдар Магайдович, вот такой вопрос. Многие вот за парковку или еще какие-то нарушения, у них откручивают номера. В административном кодексе предусмотрено это наказание? Да, я понимаю ваш вопрос, куда вы клоните, это правильный вопрос. И неправильно это, я как начальник управления сегодня, не буду я уходить от этого вопроса. Мы нарушаем где-то, как административный кодекс, мы чем сегодня регламентируемся. Но выхода у нас другого нету. Бросил человек машину, ушел, закрыл. Он через 100 метров отошел, стоит, имело место при рейдовом мероприятии, со мной лично было. Хотели обхитрить. Вот стоит и смотрит, пока я не уеду, он будет стоять и ждать. Мы откручиваем номера. Я понимаю, что это не положено. А выписать штраф, если сейчас у нас это не работает, да? Но сегодня выписать штраф, оставить на этот номер. У нас нет централизованной пока базы. Когда у нас сейчас закончится видеофиксация по всей Абхазии, когда будет натычка везде камеры, и когда будут у нас все условия, вот тогда мы не то что перестанем номера снимать, и мы перестанем водительскую удостоверение тоже снимать. Просто нарушение, пришли, мы выписали, по номеру, по базе пробили, хозяин, ему извещение, домой придет. Вот, пожалуйста, вот перед нами, да, результат, посмотрите, светофор. Вот медучилище мы проезжаем, вот светофор, пожалуйста. Да. Посмотрите, какой поток. Это разгружает. Выехать с этой заправки или заехать туда было очень сложно. А сейчас очень хорошо, очень удобно, и приятно, и красиво, и безопасно. Самое главное, для чего мы все это делаем? Сегодня сотрудников привлекаем. Вот этот светофор около 1 миллиона обошлось, я точно не знаю. Для чего? Для безопасности, чтобы сохранить наш народ сегодня. А сколько здесь люди погибли на этом участке дороги или чуть выше? Количество машин очень быстро растет, и сейчас очень много. Там лет 10 назад, может, и без этого светофора. Все правильно. Это не то, что можно было по городу вообще не ставить ни один светофор. Это железнодорожный автовокзал наш. Вот заборное ограждение, что перед нами. Вот такое же заборное ограждение будет через дорогу, в противоположную сторону. Эльдар Магайдович, пока мы с вами ездим, тут очень густой туман в городе. Да. У нас вообще должны все с включенными фарами ездить же, да? Да, вот это в правилах указано дорожного движения в дневное время с включенными светами фар, габаритов. Это у нас года 2, по-моему, да? Да, он уже давно у нас есть. Вот сейчас сами заметили, туман. Когда включен, это уже внимание привлекает другого участника, машину пешехода. Спасибо большое за участие в нашей программе, Эльдар Магайдович. Удачи вам в вашей работе. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания.